Во Владикавказе зеленые акции становятся уже доброй традицией. Сегодня улицу братьев Темировых украсили 236 саженцев ели. На призыв администрации города отозвались представители самых разных организаций и ведомств – курсанты и студенты, активисты молодежных общественных движений. Северо-Российское республиканское отделение Всероссийского общества охраны природы с удовольствием поддержало инициативу администрации города и приняло участие в этой замечательной акции «Посади свое дерево». Сегодня мы вывели членов молодежного сектора общества, которые осуществляют посадку деревьев. Наше общество на этом не собирается останавливаться и будет проводить посадку не только в городе, но и во всех районах республики. Будет в этом году высажено более 1000 саженцев. Однако сотрудники ГИБДД выражают недовольство по поводу высадки елей в этом районе. Полицейские говорят, что через несколько лет, когда деревья разрастутся, они помешают водителям. Ветки будут загораживать дорожные знаки. Эти елочки в ближайшее время, год, два, три, они будут разрастаться, будут нарушаться условия видимости. Водители не будут видеть пешеходов, которые будут переходить улицу. Во-первых. Во-вторых, самим водителям будет затруднено движение, так как ветки елей выйдут на проезжую часть, и проезжая часть тоже как бы будет сужаться. Это одно. Далее еще вот непосредственно на примыкании к проспекту Коста, вот где круг, там тоже знаки, разметка, вот это все то, что сейчас в настоящее время существует. Через какой-то определенный период времени, когда эти елки вырастут, этих знаков тоже не будет видно. Тем не менее, вопреки предупреждениям госавтоинспекции, елки по улице братьев Темировых все же высадили. В северо-осетинской столице за 5 лет появилось около 6500 кустарников хвойных пород. Постепенно Владикавказ становится самым зеленым, а значит и здоровым городом юга России. Залина Губурова, Евгений Маркин, Осетия ТВ.